Вітаем всіх на канале Свабода Прэміум у жывым эфіры. З вами Ганна Соус, і мы пачынаем стрым не толькі пра здароўе з доктаркай Пятроўскай, прысвечаны наступствам аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі для здароўя людзей, прысвечаны ўздзеянню малых дозаў радыяцыі, працы беларускіх анколагаў з хваробамі, звязанымі з радыяцыяй. І на вашы пытанні адкажа ў жывым эфіры кандыдат медычных навук, былая загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі Надзея Пятроўская. Добрый дзень, спадарыня Надзея. Добрый день, Анна. Добрый день, зрители, слушатели. Як бы вы ацэнілі негатыўныя наступствы аварыі на Чарнобыльскай станцыі для здароўя людзей з пункту гледжання анкалагічных хваробаў і калі быў найцяжэйшы перыяд за гэтыя 35 гадоў, якія наступствы захоўваюцца за гэты тэрмін? Как я уже упоминала в предыдущем выпуске, ионизирующее излучение является научно доказанным фактором риска развития онкологических заболеваний. Злокачественные опухоли относятся к стохастическим эффектам, то есть в этом случае отсутствует дозовый порог. И именно от дозы зависит не тяжесть заболевания, а вероятность его появления. И для реализации этих эффектов необходимо время. Когда я заканчивала медицинский институт в 1998 году, на тот момент мы уже имели очень убедительный рост рака щитовидной железы, особенно у детей из пострадавших районов. Эксперты отмечали рост лейкозов у детей в период с 1986 по 1992 год. Вероятно, вот это и были самые сложные годы для онкологов. На сегодняшний день данные статистики по онкологической заболеваемости, в принципе, в целом не отличаются от общемировых тенденций, то есть мы наблюдаем рост рака легкого, колоректального рака, рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы у женщин. Трудно или доказать, или опровергнуть вклад Чернобыльской катастрофы в данные тенденции, а особенно омоложение рака молочной железы, потому что если 20 лет назад рак молочной железы у женщины до 40 это была казуистика, это случалось крайне редко, то сейчас подобное явление онкологов уже не удивляет. Независимые эксперты последствий аварии на ЧАЭС в своем отчете за 2016 год прогнозируют дополнительно 40 тысяч случаев заболевания смертельным раком и 16 тысяч случаев смерти от рака, включая это только по Европе, включая Белоруссию и Украину, к периоду 2065 году. Вы сказали слово «вклад», «внесок» Чарнобыльской катастрофы, рост захворванняў. Натуральна, мы ў двухкосці паставім гэтае слово «внесок». Так? Як мянялася і як змянілася праца анколагаў з часоў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі? Принципиально, я бы сказала, что работа, в общем-то, не поменялась. Следует отметить, что прогресс в области молекулярной биологии опухолевого роста, информационных технологий, особенно таких технологий, как Big Data, это большие данные, прорывы в онкофармакологии позволили добиться существенных успехов в лечении онкологических заболеваний, и общее информационное поле, прозрачный доступ к любой профессиональной информации, up-to-date, в общем-то, возможность учиться, все это, конечно, способствует улучшению работы онкологической службы. Безусловно, в становление отечественной онкологии были вложены колоссальные средства, и обусловлено это было очень пессимистическими прогнозами после аварии на ЧАЭС. Изменилось, я бы сказала, скорее отношение к катастрофе в обществе в целом. Вот нас выпускали из мединститута и с упорством испанской инквизиции вбивали онкологическую настороженность, именно принимая во внимание, что практически все население страны в той или иной степени оказалось подверженным радиации. А сейчас, в общем-то, и мы выпускались уже априори, будучи готовым к тому, что нам всем с этим придется столкнуться на разных этапах работы. Сейчас имеется тенденция, то есть студентам рассказывают о радиационном гармезисе. Это вот такая гипотеза о благоприятном влиянии ультрамалых доз радиации на организм. Более того, поляризация взглядов на радиационные риски, она присутствует не только на постсоветском пространстве, а обесценивание катастрофы, в общем-то, грозит ее повторением.
Спадарня Надзея, мы ў жывым эфіры Свабода Прэміум. Я заклікаю тых, хто нас слухае, глядзіць, задаваць вам пытанні. Ўжо першае пытанне з'явілася. Людміла Арцюшкевіч пытаецца. Ганна Севярынец часта кажа пра невывучаныя беларусамі ўрокі рэпрэсій 30-40-х гадоў 20-го стагоддзя. Ці можна лічыць катастрофу ў Чарнобылі таксама невывучаным урокам? Спасибо за вопрос. И Куропаты, и Чернобыль – это не заживающие раны на сердце белорусов. Это примеры безнаказанных преступлений государства против своих граждан. И действия нынешней власти во время пандемии и протестов так же циничны и безнравственны, как и действия советской власти. Тем не менее, гражданское общество учится, эволюционирует сейчас как никогда быстро. И я могу сказать, что да, это не выученные, но не напрасные уроки. Вы працавалі шмат гадоў з хворымі на рак дзеткамі. З вашага досведу, чаму дзеці найбольш уразлівыя? Ці сапраўды яны найбольш уразлівыя да наступстваў радыяцыі? Это объясняется непосредственно эффектами облучения и особенностями детской физиологии. Наиболее чувствительными к облучению являются быстро делящиеся и активно растущие клетки и ткани организма. Детский организм в силу незрелости многих защитных механизмов, а также будучи активно растущим и вследствие высокой скорости метаболизма, то есть обмена веществ, он является действительно очень уязвимым перед ионизирующим излучением. Да, это правда. Ну, мы памятаем сапраўды, што найбольш пацярпелі дзеці, і все праграмы аздараўлення былі звязаныя вывазу за мяжу менавіта звязаны найперш для дзяцей. Я хацела таксама згадаць такую важную рэч, як даследаванні прафесара Юрыя Бандажэўскага. Сёння на сайце Свабоды вялікае інтэрв'ю з ім апублікаванае. Ён займаўся даследаваннем негатыўнага ўздзеяння малых дозаў радыяцыі на здароўе чалавека. Якое ваше меркаванне як анколага ў гэтым пытанні? Ці даследаваная, ці вывучаная гэтая праблема ў Беларусі, ў свеце, наколькі яна сур'ёзная? Я, к сожалению, не знакома с трудами уважаемого профессора, но вот мое частное мнение, что вот кроме естественного фона безопасных доз радиации не существует. Это доказывается и высокой заболеваемости раком наружных локализаций у сотрудников отделений лучевой терапии, и вторичные радиоиндуцированные опухоли после лучевой терапии. И даже, казалось бы, крайне низкие, но тем не менее существующие риски радиоиндуцированного рака молочной железы у женщин в результате маммографического скрининга длительный период времени. Это все убедительно свидетельствует, что безопасных доз радиации не существует. И я считаю, что работы профессора, наверное, очень важны, и проблема эта в мире до сих пор не получила должного освещения. У 2005 годзе была, я б сказала, скандальная справаздача Анны. Яна была прысвечана аналізу наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Яна выклікала рэзкую крытыку з боку шэрагу аўтарытэтных эколагаў і дактароў. І паводле гэтай справаздачы, якую рыхтавалі каля 100 экспертаў, наступствы Чарнобыля не настолькі маштабныя і жахлівыя, як прагназавалася. У дакуменце гаварылася, што катастрофа стала прычынай смерці прыблізна 4000 чалавек. І што акрамя людзей, якія удзельнічалі непасрэдна ў ліквідацыі катастрофы, а таксама некалькіх тысячаў тых, хто захварэў на рак шчытападобнай залозы, насельніцтва рэгіёну Чарнобыля пацярпела не так ужо моцна. Сярод аўтараў справаздачы, вельмі важна гэта адзначыць, былі эксперты міжнароднага агенцтва атамнай энергіі МАГАТЭ, тыя, хто лабісты фактычна ядзернай энергіі. Ці такой же самай думкі, як аўтары справаздачы, ці як крытыкі прытрымліваюцца анколагі, практыкуючыя анколагі? Я предварительно ознакомилась с этим документом, и на что обратила внимание, что в нескольких местах в этом достаточно большом документе звучали такие замечания, как что дозиметрические данные государственных чернобыльских регистров Беларуси, Украины и России частично сфальсифицированы. Ну, они использовали эвфемизм «ненадежный». В этом случае математики, айтишники говорят garbage in, garbage out, то есть мусор на входе, мусор на выходе. Анализировать данные, которые не очень корректны, это получить однозначно не очень точные, если не сказать, что совсем противоречивые данные на выходе. К таким эпидемиологическим исследованиям доверие достаточно условное.
Я не могу критиковать высоких специалистов, но лично у меня мнение достаточно спокойное к подобного рода заявлениям. Опять же, это попытка обесценить проблему и закрыть глаза на неудобную правду. Вельмі важнае пытанне толькі што паступіла. Як жыць і не баяцца захварэць на рак? Ведь ніхто не застрахаваны ад гэтага. Вельмі часта чуеш пра гэта і становіцца страшна жыць. Што б вы сказалі? Вы маеце вялікі досвед працы з людзьмі, з дзецьмі, якія хворыя, вы размаўляеце з іх бацькамі. Ну, напэўна, не адзін раз вам вот гэтае пытанне, гэтыя асцярогі даводзілася чуць. Як вы адказваеце звычайна? На сегодняшний день, конечно, при абсолютно открытом доступе к любой информации очень обидно, что большинство людей не знает элементарных нюансов обследования, скрининговых обследований. Сейчас это все доступно, это возможно. Для мужчин после 45, после 50 лет это имеет смысл сдавать кровь на ПСА, чтобы контролировать его уровень как скрининг рака предстательной железы, хотя в мире не доказана его эффективность, но тем не менее в нашей стране, в Беларуси, скрининг рака предстательной железы проводится. Для женщин после 50 лет это необходимость раз в 2 года проходить маммографический скрининг, также посещение гинеколога раз в год это обязательно. И для курильщиков после 45 лет низкодозовые компьютерные томографические исследования грудной клетки. В принципе, эти скрининговые программы имеют достаточно оснований для существования и таким образом помогают выявить заболевание на той стадии, когда оно еще курабельно и позволяет врачам и пациентам добиться успеха совместно. Ну, і беларускія анколагі і сусветныя анколагі, мне падаецца, шмат гадоў гавораць пра тое, што рак это не прысуд, што анкалагічны Да. дыягназ, гэта не азначае смерць, гэта непрыемна, але такога страху, які калісьці быў з гэтым словам, ну, напэўна, цяперашняй сітуацыі быць не павінна, паколькі павялічваецца працягласць жыцця, паляпшаюцца метады дыягностыкі і, ну, гэта я гавару як журналіст, які таксама гэтай тэмай цікавіўся і была я аўтарам і укладальнікам кнігі жыццё пасля раку, пра гісторыю людзей, якія жывуць з гэтым дыягназам. Якія вашы псіхалагічныя парады людзям, каб яны не баяліся, каб яны разумелі, што рак это толькі дыягназ? Если держать руку на пульсе и в вашей семье, к сожалению, есть случаи рака, особенно если это рак толстого кишечника, желудка, рак молочной железы или рак яичников, это дополнительный повод обратиться к доктору даже в плане скрининга, без особых жалоб, если вы подойдете к онкологу и пообщаетесь, и доктор поможет вам оценить степень риска, то есть относитесь вы к группе стандартного риска по развитию рака, либо это все-таки высокий риск и скрининг заболеваний того же толстого кишечника надо начинать раньше, чем стандартно. В принципе, вот такие психологически жить со страхом, наверное, неправильно. Моя область научить людей, как действовать до того, как случилась уже беда. То есть даже не столько профилактика, сколько вот ранняя диагностика. А вот якраз пытаются, Дмитрий Барейчык пытается про профилактику. Что можно применять белорусам для снижения рызыкі онкалагічных хваробаў для профилактики? Тоже все то же самое, что и обычным людям, не белорусам. То есть это здоровый образ жизни, это активность, физическая активность, которая достоверно снижает риск развития как опухолевых заболеваний, так и заболеваний сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. Здоровое питание, в котором обязательно должны присутствовать клетчатка и бобовые, это профилактика рака толстого кишечника. Не злоупотреблять красным мясом, это тоже вот фактор риска для формирования именно развития рака толстого кишечника. Для женщин это регулярные, опять же, осмотры у маммологов или гинекологов на предмет ранней диагностики рака молочной железы.
Тут мы ў жывым эфіры, і не все людзі, якія нас цяпер глядзяць, добра ведаюць пра вас, добра ведаюць вашу гісторыю і пытаюцца, за што вас звольнілі. Раскажыце, калі ласка, Надзея, чаму вы цяпер былая загадчыца аддзялення? Вы не В вас і не звольнілі, вы самі звольніліся. Раскажыце, калі ласка. в начале, в конце октября, в конце ноября, простите, уже много времени прошло, в наш детский онкологический центр приехал уже нынешний министр, тогда это был зам министра здравоохранения Дмитрий Леонидович Пеневич, и сообщил о том, что он забирает у нас директора и переводит его на другую руководящую должность. И, в общем-то, мы восприняли это несколько обескураженно, никто не ожидал подобного действия со стороны чиновников здравоохранения. И ответом на такой вот директор, в общем-то, не ушла на повышение, она была уволена и осталась дома. И когда вот мы поняли, что это, в общем-то, такого вот, ну, что это увольнение директора, я приняла решение уходить из центра в знак солидарности с ним. Ну і, напэўна, важна сказаць, што дырэктар, якую звольнілі, не прымала ніякіх захадаў супраць дактароў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, так? Да, Бо гэта была фактычна галоўнай прычынай звальнення, так? да. У меня есть вельмі важнае пытанне, і яно вельмі актуальнае менавіта сёння, 26 кастрычніка, калі 35 гадоў споўнілася з аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Што ў дактароў-анколагаў выклікае занепакоенасць у сітуацыі з астравецкай атамнай станцыі? Я не физик-ядерщик и не экономист, поэтому я не могу оценивать экономическую целесообразность, равно как и радиационную безопасность Островецкой атомной электростанции. Но уж слишком дорого белорусам обходятся системные ошибки на самых различных уровнях власти и под политкорректным термином «человеческий фактор». Как сказала нобелевский лауреат Светлана Алексеевич в чернобыльской молитве, у нашего народа все время чувство, что его обманывают. И я вот, пожалуй, с этим соглашусь. Отсутствие логичных объяснений, неоднократных отключений станций порождает не просто беспокойность, а скорее уверенность в том, что далеко не все в штатном режиме. В 1986 году первой реакцией властей было утаить, а следующей соврать о масштабах катастрофы. И, как показывает пандемия 2020 года, стиль менеджмента так и не изменился с тех пор. Значит, системные ошибки до сих пор не исправлены, увы. Вы зараз глядзіце і слухаеце стрым не толькі пра здароўе з доктаркай Пятроўскай. Штотыдзень мы будзем гаварыць з Надзеяй Пятроўскай на розныя тэмы, звязаныя з медыцынай, са здароўем, і не толькі з гэтым. І ў каментарах да гэтага артыкулу вы можаце напісаць тэмы, якія былі б вам цікавыя для абмеркавання. І, Надзея, давайце мы, можа, праанансуем, пра што мы пагаворым наступным разам. Я думаю, мы узнаем у наших читателей и слушателей, что их интересует, и поговорим. Мне хотелось бы пообщаться на тему коллективной травмы у белорусов после протестов. То есть вот эта тема меня саму интересует. И было бы интересно послушать и вопросы наших зрителей, и подготовиться и изложить свои мысли на этот счет. І я зачытаю перад завяршэннем нашага эфіру. Надзеі павага, дзякуй за пазіцыю, піша адзін з тых людзей, які цяпер нас слухае і глядзіць. Спасибо. Дзякуй вялікі. Гэта была Надзея Пятроўская, кандыдат медычных навук, была загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі. Надзея Пятроўская. Пабачымся на наступным тыдні.